Впервые в истории Кыргызстана на сцене культурного центра Рух-Ордо на Иссык-Куле ожила сказка о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле, поставленная главным балетмейстером театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева Канатом Надырбек. Напомним, что 25 июля состоялся первый показ легендарного балета «Лебединое озеро» в рамках первой летней творческой школы «Симфония Алато» при поддержке первой леди Кыргызстана. Спектакль с видом на Иссык-Куль вызвал восторг у многих кыргызстанцев и гостей страны. Я наслышана, что у вас очень красивый зал, вот, концертный. Хочется посмотреть, потому что до этого мы увидели интерпретацию такого «Лебединого озера». А кульминационной частью спектакля стала вторая сцена «Затерянное озеро», во время которого был спущен занавес, открывший изумительный вид на озеро Иссык-Куль. Эта сцена придала «Лебединому озеру» особую атмосферу и вызвала бурные аплодисменты у публики. Ну а чем же закончился спектакль, трагической гибелью или счастливым концом? Ответ на этот вопрос вы сможете получить в концертном зале Рух-Ордо с 1 до 10 августа. Я как сейчас назначен главным балетмейстером нашей страны, и за 3 месяца мы сделали большие шаги, что мы привезли на Иссык-Куль «Лебединое озеро», полнейший спектакль. И на фоне всех этих декораций в данный момент у нас сейчас работает озеро Иссык-Куль, и мы, конечно, сделали такой прорыв искусства и развития вообще туризма, потому что я в дальнейшем хочу, чтобы каждый год этот фестиваль был мега масштабный, не только чтобы «Лебединое озеро» было, и чтобы там был включен и «Корсар», и «Спартак», и «Кармен», и современные номера, одноактные балеты, чтобы этот фестиваль был более масштабным, чтобы не только туристы покупаться на Иссык-Куль, съездить в горы, а именно покупали билет, чтобы, приехав сюда, и насладились этим фестивалем. Мы сейчас с командой приехали наших артистов, у нас около 42 артистов. И, конечно, для меня, то, что мы сейчас танцуем, это спартанские условия для всех артистов. Но все здесь фанаты, свое творчество, и мы только работаем ради идеи и ради развития культуры нашей страны. Конечно, еще как связано, это 100% связано, потому что Ак-Кулгулю, «Лебединое озеро», это, во-первых, у нас никогда такого не было в Кыргызстане, в истории Кыргызстана мы впервые, кто мы могли этот спектакль сюда привезти и показать нашим зрителям и нашим иностранным туристам. В первую очередь мы здесь хотим поставить современные номера, одноактные, и балет «Корсар». В дальнейшем хотим это все реализовать. И в будущем, конечно, мы сейчас очень большие шаги сделали. Первая леди присутствовала 25 июля на открытии этого спектакля. Эта премьера у нас была 25 июля. И для нас была честь, и для меня, для всего вообще коллектива, что первая леди присутствовала на этом спектакле. И такие шаги мы будем делать в дальнейшем, конечно, большие. И в планах мы хотим поехать в Европу, в Америку. У нас все возможности есть, артисты у нас неплохие, просто надо их причесать, как в балетном языке говорится. И мы туда и бурса покажем. Нам площадку не дают репетировать. Просто чтобы прийти порепетировать, конечно, этой возможности нет, потому что эта площадка, надо ее арендовывать, надо согласовывать. И прийти лишний раз порепетировать, это очень дорого. И мы репетировали в Алтын-Балалыке, в фойе, мы занимались там, и там мы репетировали на бетоне. И у нас никаких нету раздевалок, грим-цехов нету. И мы танцуем на бетоне в данный момент, мы просто покрыли сверху балетным линолеум. Я же за границей очень часто выступал. Вот наши театры, где я работал, Мариинки, Универсал балет, где я работал, всегда пользуют профессиональные полы. Еще профессиональный линолеум, чтобы менее был травмировано для артистов. А у нас таких возможностей нету. Как видите, мы сейчас с такими финансированиями, с такими возможностями мы даем такой качественный спектакль, что я сам даже горжусь своими ребятами, которые они делают. Ребята, дорогие зрители, мы вас всех приглашаем, мы вас очень ждем, потому что вы не должны упустить такой шанс попасть в Рух-Ордо и увидеть спектакль «Лебединое озеро» на нашем берегу, на жемчужине Иссык-Куль. У нас в классическом составе сейчас у нас 3 состава солистов. У нас есть приглашенная балерина из Москвы, ребята солисты шутов, у нас 2 шута, 3 принца, 4 Ротбарта, и у нас будет каждый день меняться состав солистов. И, конечно, всех жду, и все мы вас ждем.
Именно эту партию «Злого гения» я не первый раз танцую, уже, наверное, третий или четвертый раз танцую. До этого танцевал у нас в Бишкеке в театре. Первый раз наш балет, именно спектакль «Лебединое озеро». Показываем на Иссыкуле, на этой сцене. Мне очень нравится. Вид на озеро это шикарно, конечно. Наверное, сегодня будет третий спектакль. Мы 25-го давали первый спектакль. Там была самая первая леди Айгуль Джапаровна, да. Вчера был у нас спектакль «Лебединое озеро», и вот сегодня у нас уже третий раз, да. Да. Можно сказать, здесь танцую. На балет привела мне маму. С тех пор вот я танцую. Вот. Вначале не нравилось, потом понравилось. Если честно, конечно, эта профессия не из легких, потому что надо каждый день работать над собой, именно у станка. А когда готовишься к определенной партии, там уже вдвойне у тебя нагрузка. Вот. Ну, где-то какая-то вот говорить, что тяжелая работа, на самом деле тяжелая, это вот надо работать. Когда выходишь на сцену, надо именно определенный образ подать, исполнить эту партию, чтобы себе самому, во-первых, понравилось. И, конечно, зрителям. Мы же это все для зрителей показываем. Естественно, разными словами. Иногда на себя ругаешься, конечно. Я говорю, ну давай, соберись, работай. Ну, это вот кропотливый труд. Каждый день надо за собой следить, заниматься. Каждое движение оттачивать. Мы приехали из Бишкека, потому что вообще впервые в истории, да, Кыргызстана на Иссыкуль организуются гастроли театральной труппы. И получилось очень интересно, поскольку на фоне озера символично, да? Наверное, в мире таких мало аналогов, поэтому мы очень, с одной стороны, что это так вроде бы просто, да, Иссыкуль рядом, но с другой стороны, впервые в истории это так необычно, интересно, волнительно, и, ну, я в восторге, честно говоря. Вот. В прошлом году Федерация балета Кыргызстана организовывала впервые в истории гастроли в город Ош. Спектакль «Щелкунчик». А теперь уже в этом году Иссыкуль. И действительно, балет интегрируется в регионы Кыргызстана, да, и мы видим большой отклик зрителей, народа Кыргызстана. То есть, значит, есть спрос. Просто жители регионов тоже должны видеть, приобщаться к этому искусству. И мы думаем, что это большая работа артиста, большой вклад в развитие отечественной культуры, в том числе классической хореографии, балета. И это то, чем можно гордиться. Ну и сегодня мы видим балет «Лебединое озеро» в редакции Каната Надырбека, да, главного балетмейстера. И на самом деле получилось интересно. С одной стороны, это такой камерный балет, выездной, да, мобильный, и в то же время он смог сохранить вот эти отличительные черты, изюминки балета «Лебединое озеро». Ну, в целом балет это такое искусство, да, когда артисты балета никогда не должны быть довольны. Вот что я вот все, мы всегда чем-то должны быть недовольны, да, поэтому в поисках, в погоне за совершенством, ведь балет это тяга к совершенству, поэтому я оцениваю балетную труппу, вот когда такой вопрос задают, всегда удовлетворительно, но есть к чему стремиться. Вот так.